если кроме шуток, то есть компания, которая с 2005 года производит продукцию очень хорошую, качественную. На ней построила большую сеть. У нас около 800 представительств по СНГ, около 200 тысяч человек, таких приверженно лояльных. И сейчас мы стартанули на этой базе новый проект, который касается майнинга. То есть мы даем возможность каждому человеку поучаствовать в добыче бурно растущего биткоина. С 23 января у нас будет мероприятие, пройдет большое в Москве. Там будет открыт майнинг еще других альткоинов, ну, я думаю, эфира и хэша точно. Вот, ну и, возможно, еще лайткоин и дашкоин. Так, давайте поднимите руки, у кого есть биткоин кошелек или другой криптокошелек. Отлично. А кто понимает, как работает блокчейн? Чудесно. То есть, ну, все равно тут придется говорить, да, для части людей. Ну, смотрите, то есть смысл в чем? У нас есть майнинговые мощности, которые добывают, обслуживают блокчейн сегодня биткоина. Но у нас есть другие майнинговые мощности, за которые мы говорить не будем. Они тоже работают. Мы много чего тестим, смотрим, добываем. Сейчас это биткоин, для всех программа открыта. У нас ничего не выводится на экран. Никак мы тут не покажем. Там просто есть таблички, по которым как бы все эти начисления происходят по мощностям. Ну, давайте тогда начнем с таких популярных вопросов, потому что они у нас подведут, объяснят, как бы, почему мы этим занялись, и дальше поговорим конкретно, собственно, что мы можем приобрести, что на этом можно зарабатывать, вот, и какая партнерская программа есть, и что на ней тоже мы можем как бы с вами заработать. Базовые вопросы обычно бывают это, что половина людей, которые телевизор смотрят, вот кто считает, что биткоин это пузырь, который лопнет? Есть такие люди? Ну, у кого сомнения есть? Ну, у меня у самого отчасти есть сомнения. Это вполне... Большая таблица. Да, тоже вариант. О, отлично. То есть такой вариант, он не исключен, что через какое-то время, может быть, выйдет не SHA-256, а какой-нибудь другой алгоритм, еще что-нибудь могут придумать. Вот. Ну, гипотетически есть такая вероятность, гипотетически. Но в целом, вот тот блокчейн, который сейчас развивается, криптовалюты типа эфира, они у нас, блокчейн это 2.0 уже, да, в битке передается информация о кошельках, их состоянии, о том, кто кому чего перевел. Вот, пакуется она в блоки. Блоки связаны между собой начальным и конечным хэшем. Соответственно, майнеры их проверяют, упаковывают, подтверждают. За это кто-то угадывает нонсенс, тот хэш, который дает награду. Потом он делится внутри своего пула с другими участниками, потому что персональный майнинг уже он не актуален из-за невероятности как бы выпадения на одного персонального человека или компьютера, персональный компьютер. И, соответственно, эти блоки делятся. Кто знает, что пулы, какие, за счет чего получают деньги? Внутри пула деньги за что получаются? Мощность. Ну, две выплаты. Это сам процесс майнинга, когда выпадает блок каждые 10 минут. Этот блок делится на участников пула. Неважно, кто его вытащил, он его по-любому выиграл, по-любому поделит. Второй доход пулов — это обслуживание платных транзакций. Их сегодня становится, ну, я говорю про биткоин, становится больше и больше, потому что он входит до 3 дней. А когда нужно что-то быстро отправить, люди доплачивают. Соответственно, эти транзакции вне очереди обслуживаются и приносят дополнительный доход участникам пула. Ну, прекрасно, только его надо куда-то, да? Магнитная жесткая? Да, магнитная доска. Магнитов?
Я даже не знаю, что Сардан. Ну, то есть, смотрите, у нас получается, что, я не знаю, что рисовать, не рисовать. Короче, чтобы пользоваться биткоином, нужен что? Чтобы владеть биткоином, что надо? Кошелек. Без кошелька, грубо говоря, мы ничего сделать не можем. Компьютер, интернет. Да, дальше нужен кошелек с выходом. Ну, чтобы хранить, компьютер, интернет не нужен. Это холодный кошелек получится. А чтобы что-то с ним сделать, кому-то что-то передать, нужен доступ. Ну, или горячий кошелек, который на гаджете, который постоянно на связи. А какие еще кошельки бывают, кроме персональных, которые мы устанавливаем? Аппаратный. Ну, и Холодный. если... Нет, я имею в виду биржу. Ну да. Есть еще биржевой кошелек. И вы можете иметь, можете с одного кошелька перебрасывать на другой. Сегодня существует мнение, что иногда даже на биржевых кошельках хранить деньги что? Опасно. Опасно. Ну и сама биржа, мы сейчас видим, что происходит, да? То есть бывает, что и биржа у нас рушатся, взламываются, там еще что-то происходит. Но, на мой взгляд, таких обычных кошельков ломается гораздо больше, чем биржевых. Вот. Но тут каждый выбирает. И биржи сейчас появились еще децентрализованные. Слышали про это? Технологии блокчейн, да? Да, они как бы разносятся на много компьютеров, как вот в торренте хранятся данные. И получается, что такие кошельки и такие биржи ломать ну, практически невозможно или очень сложно. Получается, вот кошельки бывают те, которые вы можете на гаджеты, компьютеры, ноутбуки, планшетники поставить. Есть биржевые. Сейчас есть такие кошельки, на которых можно хранить только одну какую-то криптовалюту. Да? Есть кошельки, ну даже вот блокчейн кошелек выпустил сейчас еще и под эфир, добавил эфир туда. Вот. Есть кошельки типа Jaxx, на которых вы можете делать обмен между внутри кошелька, перегонять валюту, выходить из одной валюты в другую. Знаете, да, про это? Да, ну вот можно пользоваться, даже если там на биржу некогда зайти, то вы можете очень оперативно это сделать. Единственное, он зараза грузится, ну, не сразу. Так, это кошельки. Дальше, чтобы с кошелька на кошелек перевести, что нам требуется? Адрес. Ну да, правильно. Нужен адрес другого кошелька И интернет. и соединение с кошельком интернет. Соответственно, вот здесь вот, когда с кошелька 1 на кошелек 2 или с кошелька на биржевой кошелек что-то начинает отправляться или начисляться на кошелек, если это награда майнера, вот здесь начинает вестись блокчейн. Вообще блокчейн ведется и с учетом там появления основного базового кошелька, с которого идет распределение наград, потом все транзакции там фиксируются. И вот здесь вот как раз на обслуживание вот этого кошелька, этого блокчейна, этих блоков, связанных между собой хэшами, чтобы туда ничего не засунули. Там есть еще задача 51%, когда могут утвердить ложный блок и как бы испортить все. Существует. Но смысл такой, что на это работают майнеры. То есть компьютеры со специальным программным обеспечением, которые ведут вот этот весь блокчейн. Сегодня, если вы зайдете на CoinMarketCap, есть монеты, у которых стоит звездочка, и есть, у которых не стоит звездочка. Кто знает, что это означает? Звездочка это означает, что Не майнится. выставлены все, Выпущены сразу. да, все Выпущены количество сразу. монет. Все количество монет, которые выставлены, там стоит. Ну, типа полностью выгружен. Но на самом деле есть монеты, которые майнятся, есть, которые работают на уже чужом майнинге. Что это означает? Ну вот представьте себе, что вы выпустили сегодня монету и хотите, чтобы она у вас была не на основе, допустим, платформы Ethereum, Waves, там, Neo или какой-то другой платформы, чтобы пришли майнеры и начали обслуживать ваш блокчейн. Что для этого нужно? Нужно, чтобы майнеры получали достаточно денег и окупали приобретенное оборудование и расход на электроэнергию, интернет и прочее.
И таких валют их абсолютно немного в мире. То есть, где можно стабильно сказать, что если я буду заниматься майнингом там эфира, например, биткоина или какой-то другой криптовалюты, то я буду зарабатывать. Потому что эти криптовалюты имеют свободную котировку устойчивую на бирже. И то, что майнер намайнил битков, например, то он их пошел и что сделал на бирже? И обменял. И, соответственно, заплатил за электричество и заработал денег, там, накупает себе майнер. Поэтому очень много стартапов там есть на CoinMarketCap, есть такие вкладки. Одна из них коин, а другая токены написано. Если вы на коины жмете, ну, появляются вообще все монеты. А если нажмете на токены, то появятся монеты, потом появится то, на чем они запущены. И, соответственно, вы увидите, что 80% вот этих монет, которых там миллион, говорю, 100, 1200 сейчас с лишним, большинство, 80% монет выпущены на чем? Эфир. На эфире. Меньше выпущено там на других платформах. То есть большинство монет работает на платформе эфира. Теперь смотрите. То есть они отказываются от собственного майнинга, потому что они его не могут поддерживать, не могут столько платить людям. Они работают на чужом майнинге. То есть эфир майнится, соответственно, они работают, платят за транзакции эфиру, за совершающиеся транзакции. Потому что свой майнинг они поддержать не могут. Вот. Отсюда недооцененность эфира, она очень большая. Вот. Вы знаете, что сейчас они упростили майнинг процентов на 30, и еще и вот он пошел в рост. Чтобы вы понимали просто, что все больше умных контрактов, монет, которые работают на эфире, как на платформе с умным контрактом, соответственно, когда говорят о пузыре, то нужно понимать, что где используются криптовалюты. Сейчас это транзакции, сейчас это вот эти все кошельки. Количество кошельков там в биткоине, оно стремительно растет, так же как растет количество транзакций. На биткоин, на btc.com вы можете посмотреть, как растет вычислительная мощность, которая сегодня ведет добычу биткоина или обслуживает вот этот блокчейн. За последний месяц-полтора с 7,6 ета-хэшей она выросла в 10,4 вырастала. Потом, когда был памп BTC-H, он на одном алгоритме майнится, эти мощности на 25% ушли, переключились на добычу BTC-H, потому что там доходность была выше. Потом они вернулись. Ну, таким образом, как бы меняется нагрузка. Что происходит, когда людей становится больше в пулах? Больше битка добывается или меньше? Больше. Так же. Больше. Да, битка добывается всегда так же. То есть, если говорить о количестве биткоинов, которые добываются, все равно те же 12,5 битка делятся примерно каждые 10 минут, выпадает блок, и какой-то из пулов, в котором майнеры находятся, его получает. Вот если в пуле, пул, например, большой, вот мы сейчас про это разговаривали, вот у вас маленький пул, а у нас большой пул, или у нас большой, а у вас маленький, на что-то это влияет вообще? Влияет на мощность. На вероятность попадания. Да? Ну хорошо, допустим, вы правы, да. Если вот эти пулы, например, там по 1000, а этот пул 3000, то вероятность выпадения блоков 3000 какая? Больше. 3 раза. В 3 раза больше. Да. Согласны? Но количество майнеров здесь что? Больше. Тоже в 3 раза больше. Вознаграждение меньше. И, ну, соответственно, вознаграждение во сколько раз меньше? В 3 раза меньше. То есть, на самом деле, мне пофигу, куда я подключусь, в тысячник или в 3000, или в 10-тысячник, или в миллионник. Понимаете, да? То есть, если просто здесь много машин, то, соответственно, я буду получать чаще, но меньше. А если тут меньше машин, то я буду получать реже, но больше. В среднем будет то же самое. Вот. Если этот пул делится доходностью с транзакций, в нем будет более привлекательно вести добычу. Если вы померяете, например,
тремя одинаковыми машинами 3-4 пула, то вы увидите разницу в добыче в каждом пуле. Есть такой параметр, как удачливость пула. Что это значит? Это вероятность того, что за сегодня, например, если мы сейчас начнем раздавать колоду карт, то там будет джокер, то кому-то из вас он может выпасть 2 раза, а кому-то что? Ну, не выпасть. Но если мы будем делать это в течение года, то примерно выпадет всем одинаково. Понятно, да, о чем говорим? То есть сегодня, может, в этом пуле было больше блоков, и у него лучше, но у этого меньше. То есть от этого частично зависит. Если говорить о... Там, где цветы написано. Есть пулы, в которых меньше, не меньше, а вообще меньше платят. То есть если вы их померяете, то обнаружите, что платят меньше. Контролировать можно только при создании собственного пула, что мы сейчас сделали, вот что будем презентовать опять же в январе месяце. Это важный момент. То есть я хочу, чтобы вы поняли, что какая бы ни была монета, какой бы алгоритм майнинга ни существовал, кто-то эту монету добывает. То есть есть монеты, которые типа биткоина, которые на собственном майнинге работают. Есть монеты, давайте какую-нибудь монету возьмем, 10x, например. Она работает на... Знаете эту монету? Вот. Эта монета, Pay ее называют. То есть она делает переход от фиатных денег через карточку к криптосчетам. То есть вы можете оплачивать Visa и MasterCard, например, а при этом деньги списываться будут, конвертироваться с вашего криптосчета, уходить. Она сделана на Ethereum, потому что нету майнеров, которые бы добывали 10x. А добывая эфир, она платит за транзакции эфиру. Понятно? То есть в любом случае, чем бы там майнинг не заканчивался, всегда кто-то будет делать транзакции. Поэтому эта тема, она как бы никогда не выгорит. То есть то, что вам там будут... Бутерин, например, скажет, что он уйдет там с Proof of Work, то есть с майнинга через поиск блока, уйдет на Proof of State, на майнинг с владения, то все равно от этого ничего не поменяется. Кто-то будет платить за эти транзакции, кто-то их будет обслуживать, выполнять и блокчейн вести. То есть, по большому счету, потребность в мощностях, она сохранится. Единственное, что скоро нас ждет, и уже есть реализация, это выход из блокчейн транзакций, потому что они очень длинные, то есть будут выходить в обычные каналы связи, передавать, а потом вводить опять в блокчейн. Так транзакция вроде как должна быстрее происходить. То есть ищут эти решения, они часть уже есть, тестируются. Можно водички что-то? Сушняк. Ага, я всегда думал, почему сушняк, наверное, плюешься, когда говоришь. Так, смотрите, на что еще, для чего будет нужен майнинг? Я просто пытаюсь сказать вам следующую идею, что наши мощности будут всегда востребованы. Вот мы сейчас на нескольких блокчейн-конференциях там были. Есть задачи искусственного интеллекта, которые нужно решать. То есть есть задачи достроенной реальности, которые нужно решать. Это обсчет графических задач. Там. Есть задачи на разных вычислительных мощностях, которые требуются. Самые простые примеры, наверное, слышали. Дети играют если у него плохой компьютер, он может зайти сейчас, арендовать хорошую модную видеокарту и долбить на ней, например, будучи наказан, когда у него компьютер отобрали, он может зайти со старенького компа и все равно с крутыми настройками играть там в любую игрушку, которая ему интересна. Вот, за этот сервис, но он будет платить вашими деньгами. Поэтому наказывать его, вы, по сути, себя наказываете. Пусть, в общем, играет. Надо интернет рубить, в общем. Значит, смысл какой? Что в любом случае мощности будут нагружаться. Сейчас блокчейн входит в системы голосования. Много стартапов, которые связаны с системой опознавания
распознавания личности человека, аутентификации личности. Дальше голосование, дальше бюджеты, налоги и прочие истории. Также это, естественно, сегодня это модно уже покупать криптовалюту, модно торговать на биржах, запускать ICO. Сегодня недокредитованность по России, по российским бизнесам очень серьезная, и проценты сложно работать. Вот, почему сегодня у нас принято, вернее, поставлена задача запустить законодательную базу ICO к лету, по-моему, июнь или июль, у нас появится законодательная база для проведения ICO. Также у нас появится законодательная база для майнеров, налогооблагаемая, то есть будет закон уже, по закону будем платить либо патент, либо там при выходе в ходе фиат, либо еще какие-то вариации утвердятся, и мы будем полностью в правовом поле работать. То есть майнинг, он был и будет востребован. И в принципе вкладываться в него это достаточно, ну, такая стабильная и надежная история. Во что вообще, если брать основные способы заработка на криптовалютах, их, конечно, много, но вот майнинг, он как бы один из основных. Вторым можно назвать, там, например, трейдинг, разные виды арбитража, ну и можно выделить отдельно ICO. Хотя его тоже многие рассматривают и добавляют как бы в трейдинг. Почему мы стартовали с майнинга? Потому что, не знаю, как вам правильно сказать, в сетевом маркетинге есть такое определение дистрибьютора. Это человек эмоциональный, высокоэмоциональный, не умеющий считать деньги. То есть это люди, которые очень эмоционально на все реагируют и принимают решения не через расчеты, а, ну, типа, нравится, не нравится, мне кажется, это круто, я тут заработаю, там, мне это помогло. Они не читают клинические испытания, но они верят вот другим, и вот как-то все так устроено. Понимая это, если у нас будет проходить трейдинг, ну, нормальный, никогда, как в пирамидке, вам говорят, что там будет 1% в день. Вот так мы работаем в трейдинге, у нас 1% в день. Например, мы каким-нибудь арбитражом занимаемся. Вот. А когда идет трейдинг, понятно, они двигаются там, и сегодня хорошо, завтра плохо, тут может быть минус даже. И когда будет минус, они перестанут подключать партнеров, потому что совесть будет не позволять. Когда плюс, они будут там в эйфории биться. И таким образом, это, в общем, нестабильность определенная. В майнинге все гораздо проще. Тут идет определенная доходность и идет. Если усложнение возникло, то упало, идет вот так, но зато вот так пошел курс. Примерно в те же деньги выходит. Ну, естественно, что эта валюта может расти, может падать, это все присутствует. Но графики достаточно стабильные, поэтому начали с этого. Трейдинг будем подключать. Значит, ну, по трейдингу вы знаете, что можно переводить деньги в доверительное управление на счета трейдера, а можно сейчас есть возможность и так все больше и больше, ну и так вообще правильно работать по принципу PAM-счетов, когда через API трейдер подключается к вашим биржевым счетам, и он торгует с ваших биржевых счетов. Ведется торговля, то есть все деньги находятся у вас под контролем в любой момент. Вот. Это наиболее такая безопасная история, потому что мы будем рекомендовать только такой трейдинг, чтобы наши партнеры, не дай бог, не потеряли деньги. Ну, соответственно, входы в ICO, понятно, здесь будут пред ICO, и, естественно, после того, как это ICO действительно проанализировано и находится как минимум в какой-то безрисковой зоне, что люди не попадутся. Но опять же будем выставлять на платформу мира торговли и рассказывать, продавать эту тематику. Так, надо вот эту табличку, наверное, как-то. Да. У нас есть в майнинге есть разные подходы, ну, про которые мы сейчас с вами поговорим, чтобы вы понимали, как это все устроено. При определенном количестве магнитиков. Сотни магнитов. Достижение, да. Цепочку Цепочка блоков, да. Цепочку блоков. Блокчейн же. Все, блокчейн. Блокчейн сработал.
Да. Ну, вот на самом деле, вот эти таблички мы делали, когда совсем люди вообще ничего у нас не понимали. Вот. Сейчас у нас такие уже золотые времена, когда люди прозрели, как все это считается. То есть смысл какой? Смотрите, есть на рынке два подхода к распределению доходов от облачного майнинга. Первый подход, он такой цивилизованный, он используется большинством сервисов облачного майнинга. И состоит в том, что человек покупает мощность на добычу на определенной ASIC машине или там ГПУ машине, и, соответственно, может по майнинговому калькулятору любого пула, например, взять и посмотреть, сколько он заработает. Значит, когда он смотрит, сколько он заработает, какие параметры он видит и что он должен ввести, как вы думаете? Мощность. Нам надо там табличку, сейчас новая табличка, там мощность, и прям под чертой прописаны параметры, сколько она потребляет электроэнергии, ну и какая цена за, собственно, киловатт. Отсюда любой майнинговый калькулятор вам выдает результат. В результате будет профит. Ну, они обычно делают профит в день. Давайте так, доход, сколько будет добыто в биткоина, сколько это в долларе и сколько составит расход на содержание этой мощности. Разница между доходом и расходом, соответственно, образует вашу прибыль. Ее можно перевести в биткоин, и получится уже не тот биткоин, который добыт, потому что часть этого биткоина пошла на обслуживание этой мощности. Ну, в полном смысле не только электричество, но там интернет и прочее должно еще считаться. Таким образом мы получаем то, что когда у вас есть конкретная мощность, то вы всегда можете понять, сколько эта мощность в этом месяце при таком-то хешрейте сети, то есть сколько там участников, много или мало, вот вы добудете столько биткоинов. Если участников становится больше, мощностей больше, то с биткоином что будет добытым происходить? Если стало больше людей майнить биток. Меньше стало дохода. Вознаграждение меньше. Биткоина, еще раз, меньше не добывается, его осталось столько же, но он поделится на большее количество машин, игроков, да. И, соответственно, добыча хешрейта, например, вашего там 25 терахеш будет приносить меньше чего? Биткоина. Но когда происходит такая история, с биткоином обычно что происходит? Курс его растет. И, соответственно, если вы будете смотреть в долларах, то в долларах это обычно вырастает добыча. Расход остается каким? Прежним. Соответственно, прибыль обычно увеличивается. Ну, приводили пример же, сложность возросла там на столько-то раз, а курс во много раз. Ну да, мы считали вот там где-то специалист. на 70, на 70 там вырос курс, например, а мощность там на 30-40% добычи вырастала. Но смысл такой, что в целом она должна расти больше, иначе это будет становиться невыгодно майнерам. Если станет невыгодно майнерам, они уходят. Тогда транзакции сети будут что? Медленнее обслуживаться. Не, их может даже не уменьшаться, но сеть начнет тупить, медленнее обслуживаться. И это приведет к тому, что люди перестают этой монетой пользоваться. Ну, как вот сейчас вся эта проблема с биткоином, да, в том, что он медленно ходит. То есть даже при вот такой нагрузке огромной сети в плане обслуживания мощностях, при огромных мощностях, их все равно не хватает на то, чтобы обслуживать его полноценно. Так, теперь, соответственно, у нас есть, если компания примет решение идти на ICO, то вот здесь уже, видите, токены прописаны, а мы с вами вернемся вот к этой истории.
То есть вот наши мощности, которые у нас, получается, продаются. За эти мощности даются баллы в партнерскую программу. В зависимости от суммы, за которую они продаются, у нас 10% вот здесь распределяется за приглашение, а вот здесь чуть меньше 10% идет, но идет фиксированная как бы сумма. Вот, она в целом меньше 10%. Сейчас у нас достигнута необыкновенно крутая договоренность по получению, по производству ASIC машин, и поэтому сейчас идет акция в ноябре. И вот вместо этих цены снижены минимум, ну, в среднем на 20%. То есть получили бы очень большую партию и как бы можем позволить себе дать нормальную цену. Потому что эти цены делались для ввоза в Россию, вот, а здесь мы все теперь делаем и производим в России. Какая сейчас есть нехорошая тенденция, какой риск? Ну, все ASIC машины попадают под запрет при желании, в общем, их могут у вас изъять. Потому что это аппаратная криптография, не сертифицированная на территории России. То, что производится на заводе, который, ну, вы узнаете эту историю у нас на событии в октябре, может быть, Анатолий Анатольевич завтра будет выступать. Завтра или послезавтра? Послезавтра, да. У вас будет мероприятие здесь. Да, а в январе у нас 23 января будет в Москве событие. И там будет прям вот производитель этих всех наших ASIC машин. У нас там уже будет объявлено об участии нашем и в производстве, и в дилерстве в золотом, что мы там стали супердилерами. Вот, и вы узнаете как бы эту историю. Но смысл такой, что наши производят машины на сертифицированных, не сертифицированных, а как это, нотифицированных чипах. Соответственно, эти машины не будут что? Изъяты, если начнутся такие рейды. Вот, это очень хорошо, потому что это один из достаточно серьезных рисков, как для ведения частного майнинга, так и организации собственных ферм. Вот, поэтому ГПУ более-менее себя чувствуют, фермы на карточках, а вот ASIC это такая зона риска, скажем, при размещении их в России. Ну, в России, в Украине то же самое. Вот, поэтому как эта вся история работает? Вы получаете за приглашение, за продажу разово, вы получаете баллы в маркетинг и общая мощность, соответственно, которая начинает на следующий месяц работать. Есть вопрос, почему вот у вас облачный майнинг, например, а мощности начинают работать не вот сразу вот так вот раз, как в Genesis майнинге или там на хэшах и других прочих майнинговых пулах. Потому что мы каждый месяц получаем партию с производства, ее приносим, ставим в дата-центр, монтируем, подключаем электричество, подключаем интернет, запускаем, смотрим, как она работает. И со следующего месяца мы грузим эти заказы по мощностям на эту партию оборудования, которая установлена. То есть мы не продаем старое бэушное мощности на старом бэушном оборудовании, чтобы вы все вот это хорошо понимали. Есть вопросы, а вот я купил в начале месяца, а Вася купил в конце месяца, а оборудование начинает работать все равно с первого числа, может мне посидеть в этом, как бы в этих деньгах, я их еще там на бирже прокручу. Ну, понятно, что он может так их прокрутить, что потом купить уже не на что будет, а может и заработать. Вот, поэтому ситуация какая? Мы можем сделать так, что будет ровно через месяц запускаться контракт, чтобы этих людей попустило. Можем оставить, как оно есть. Ну, вот подумайте, как бы предложение с удовольствием примем. Но оставить так, как есть, это значит сделать шаг все равно в пользу дистрибьюторов, на самом деле, потому что партнеров, потому что, ну, покупаешь ты ближе, как бы тебе не будет относиться еще на 3 недели там запуск оборудования. Так, с этим разобрались. Дальше. Смотрите, какие вопросы бывают. Например, мы запускаем оборудование октября в ноябре, и оно начинает работать.
Представьте себе, что есть два типа подхода к задаче. Контракт может работать 2 года, например, или контракт может работать до полной выработки оборудования. Вот что вам интереснее? То есть, если контракт работает 2 года, то компания обязана поддерживать эту мощность, заменять сгорающие машины. Если контракт работает до полной выработки, но через 2 года все, что осталось, это домайнивает себе компания. Либо вариант, когда у вас, например, 100 машин, если там какая-то из машин там сгорела, то остается 99 мощностей процентов у всех. Потому что есть такие майнинги, в которых каждая машина подписана, и ты знаешь, что вот эта машина твоя. Но если твоя машина сгорела на 5-м месяце, то вся эта группа людей, которая была завязана по мощностям на эту машину, она осталась без контракта. Контракты закрылись. Клево? Явно не клево, да? Поэтому мы вот от этого варианта убрали его, а сейчас есть компании, которые подписывают мощности и гордятся этим. Я считаю, это не клево. Потому что, когда вот эта рулетка выстрелит в чей-то контракт, на 6-м, 5-м, 3-м месяце, 8-м, в любом случае будет обломно. Поэтому остается 2 варианта. Первый с фактической работой, то есть, если выгорел блок, то у всех, у кого было, например, там 20 терахэш, если выгорает, например, одна машина из 100, то 1% от 20 тысяч это сколько? 200, да? Да. Значит, будет 19 тысяч, 980 терахэшей. Но зато они все продолжают работать. Они убывают, но конца контракта нет, и они работают до полной, до наступления момента нерентабельности данной мощности. Что это такое, все понимают? Нерентабельность. Когда расходы, доход стал равен или ниже расхода. Тогда контракт закрывается. А эта сумма-то вложения, она когда отбивается? Вот сейчас мы к этому подойдем. Я стараюсь, чтобы вот все вопросы, которые мне задают, я их стараюсь сразу пройти, а потом отвечу, если что-то осталось, вы мне зададите вопрос. То есть мне важно, чтобы вы поняли, как это происходит. То есть угасать будет дольше, чем 2 года. Соответственно, нам это вроде как выгоднее, чтобы этот хвост был, чтобы мы зарабатывали. Второй вариант подхода — это обрубают хвост, но компенсируют недостающие мощности. Тогда люди четко понимают, что через 1,5, через 2 года контракт, например, закрыт, и все как бы. Тогда начинаются вопросы: а дайте нам, вот, что вы там, непонятно, вы еще обогащаетесь там и так далее. Вот, мы не обогащаемся, мы полностью вот выжимаем эту кошку до последней капли, чтобы все это партнеры забрали. Вот, мы пошли по такому варианту, вроде как большинство партнеров склоняется к такому подходу. Следующий момент — это вечные токены, которые введены. То есть есть часть людей, которая хочет, чтобы их история никогда не кончалась, чтобы, понятно, да, о чем? То есть 70%, которые выплачиваются дистрибьютору, половина этих процентов в биткоине копится, на 18 месяц по рыночной цене покупается качественная, хорошая мощность майнинговая на хорошем оборудовании, и открывается новый контракт. Старый контракт еще продолжает приносить деньги, но новый контракт уже начинает работать. 30%, которые шли в партнерскую программу, продолжают идти практически на постоянной основе. Человек продолжает получать свои 35, а новые 35 опять копятся для того, чтобы через 18 месяцев снова появился контракт. У нас есть такой слайдик, потом вы распечатаете, его можно будет показывать, закрепив цепочкой магнитов. Вот. Понятен механизм обычного вечного? Хорошо. Так, и вы спрашивали про когда окупится. Да, значит, когда окупится или сколько мы заработаем, это вопрос, если на него есть четкий ответ, то это, скорее всего, какая-то финансовая пирамида. Потому что это такой реальный бизнес. Вот вы, например, открыли магазин и торгуете там продуктами питания. И спрашиваете, через сколько он окупится там и сколько я заработаю.
как вы будете торговать, кто откроется рядом, правильно, от этого же все зависит. Открылся рядом гипермаркет, и ваши доходы могут снизиться, хотя были расчеты хорошие. Примерно то же самое и у нас происходит. Открылся рядом гипермаркет, это значит, что курс битка растет, количество людей, которые вкладываются в мощности по добыче, что тоже нарастает. Соответственно, количество битка сокращается, а стоимость битка растет. Сказать, спрогнозировать достаточно сложно. Но примерно то, что вы будете... Ну, понимаете, опять вы спрашиваете окупаемость. Окупаемость может быть в чем? Может легче купить на эту сумму просто Вот. биткоинов и сидеть и ждать? Да? Если говорить про окупаемость в долларе, например, вот вы взяли сумму в долларах, купили за нее там пакет, например, и ждете, когда она в долларах окупится. Вот. Ну, средняя доходность на сегодняшний момент на большом пакете где-то 9-10% в месяц в валюте. Ну, это очень круто. Вот. Возникает вопрос, который многих будоражит. Может быть, проще сейчас не покупать контракт, например, а купить просто биткоин и находиться в биткоине, пока он вот так вот растет. Вот. И что будет дальше, да? Ну, давайте посмотрим вообще на графике биткоина. То есть биткоин сейчас откатится, ну, по-любому откатится. Перед тем, как там дальше пойдет, может откатиться и замереть. И вы будете сидеть в своем биткоине, а у нас будут добываться биткоины, мощность сократится, потому что, ну, как бы переключится на биткоин кэш, переключится на какие-то другие монетки, и будет добываться больше биткоина. И все выйдет очень круто. А может быть, наоборот, он полетит там в небеса, мощностей навалится, биткоина будет добываться меньше, и может быть, вы и правы будете. То есть, но если смотреть в целом в длинную на вечном токене, то, конечно, добудется вы в любом случае в биткоине, ну, если вы его сейчас купите, добываться будет в длинную. И если вы смотрите не на короткую стратегию, а на длинную стратегию, то есть вы этот биткоин не хотите сейчас купить и поспекулировать. Например, если вы торгуете на этом биткоине, вы его сейчас купили, завели на биржу, успешно торгуете, конечно, вы заработаете. Но таких людей, их очень мало кто так делает, например. И у каждого своя стратегия. Для меня, например, я беру и постоянно покупаю эфиры, биткоины, например, еще некоторые монеты. И считаю эту стратегию очень нормальной, потому что я сравнивал, вот у нас сейчас есть разные фонды, блокчейн фонд, там еще какие-то фонды, которые гордятся тем, что они заработали за прошлый год 931%. Вот. А если вы просто посчитаете, что если бы вы вложились в эфиры, да, то вы бы заработали 2000%. А если бы вы просто сидели в битке, вы бы заработали там, ну, примерно те же проценты вы бы заработали. Вопрос, что они там наторговали, просто можно было купить монету и в ней сидеть. Вот эта стратегия, когда вы докупаете, она на высоком курсе, она потом на низком, но в целом она как бы туда идет, вот, поэтому правильным путем. Смысл майнинга состоит в одной простой вещи, что если бы можно было просто покупать монету и гарантированно дорожать, то все бы так и делали. Вот. Смысл майнинга в том, что для нас добыча выйдет дешевле, чем ее покупка сейчас. В целом. Особенно на вечном токене это выполняется гарантированно. На разовом, на обычном токене, я не знаю, при каких-то дурацких форс-мажорах может и так не произойти. То есть такое тоже допустимо. Но, скорее всего, так не будет. То есть, в любом случае, вы намайните больше или значительно больше. Можно еще? Я сумку, потом перезвонить. Пожалуйста. Это я не от вопроса. Это я сейчас плююсь, потому что... Влажность воздуха низкая. Да. Зимой всегда так. Здесь, да? Ну, вообще, топишь сильно. Да. Влажность снижается. Можно вопрос? Конечно. А вот обоснуйте то, что майнинг будет продолжаться очень долго. Почему надо к вечному склоняться? Майнинг, если вы знаете, сколько будет майниться биткоин, он действительно будет долго майниться. Биткоин, а вообще во всех, мы же можем переключаться. Смотрите, уже сейчас есть альтернативные предложения для использования мощностей, уже сейчас есть, которые дают больше, чем майнинг, например. Это раз. Второе, почему я начинал говорить про эфиры, вот эти монеты, которые майнятся, не майнятся,
которые работают на чьей-то базе, понимаете, смысл в том, что блокчейна становится больше, криптокошельков становится больше, транзакций становится больше. И это еще начало. Дальше пойдет язык робототехники. Робот будет общаться с роботом. Ваш холодильник умный заказывает продукты, которые заканчиваются по срокам действия. Ваш робот-уборщик там будет заказывать и оплачивать с прикрученного там криптокошелька, например, кому-то, какому-нибудь дрону, который его будет обслуживать, там, доливать в него чистящие, моющие, или там чистить, я не знаю, там, это будет так происходить. Кстати, зафиксирован первый брак в Японии мужика с женщиной робота. Вот, клево, да? Ее надо чистить по-любому будет. Она будет давать запрос, приезжает дрон, проведи техобслуживание. А что, она не... Почему несчастный? Она с ним будет говорить, не будет ему перечить. У нее никогда не будет болеть голова. Никогда не будет. Точно. В Австралии женщине роботу гражданского дали. Дали робот? Да, гражданского. Вот, видите, она уже стала гражданинкой Австралии, робот. Что не нужна, да? Мы еще поржем немножко, да, через пару-тройку лет, да, какая-нибудь будет на презентации сидеть и задавать умные вопросы. Ну, в общем, понятно. Они прошли тест Тьюринга, да? Тьюринга, да. Мы изучали это когда-то. Парень, который взломал Энигму. Так, ну, в общем, смысл какой? Майнинг вечный. Нет. Смысл такой, что вычислительные мощности будут расти. Вот вы захотите, допустим, вы смотрите на человека, а он вам не нравится. Вот я не бритый, например. А вы возьмете и в достроенной реальности у себя в очках нажмете кнопку, и я буду такой гладенький, нормальный. Вам, например, надоела жена в халате. Вы раз нажали, там такая уже достроенная помела будет ходить. Надоел муж с пузом, например, раз нажали, и там Шварц в молодости такой разгуливает. На это все потребуется кто? Мощности вычислительные, которые будут достраивать. Не нравится ремонт, вы не паритесь, очки одели, пам, и у вас там все, что хотите, в общем. Но для этого нужны мощности, понимаете? И эти мощности будут, как бы, эти задачи будут решать по нас. То есть, по сути, у вас за очки списались там бабосы, например, с вашего криптосчета. И считайте, что задача, ну, как бы, майнинговая, она будет теперь решаться. То есть, вы ее оплатили, по сути, пересчет графики того, что вы будете видеть. Раз, надоели там люди в возрасте, или малолетки, например, надоели, раз, и видели сейчас программу, которая достраивает, какой вы будете в старости, какой бы вы были, если бы вы были другого пола, ну и все, там, в принципе, не надо оперироваться. Нажали, тын, к зеркалу подошли, все вас устраивает. Опасаться надо. Саша, Да. ну, Да. в психиатрической клинике они так и живут. Точно. Конечно. Они же поэтому долго живут, потому что у них тут нет аналитики. Они живут и радуются, потому что представляют. Да. А Нет. вы должны вводить многое количество лекарств, чтобы это подавить или остановиться на каком-то уровне. Мне рассказывали, у меня все мое окружение, родители, брат, там, жены, жены брата, не имею в виду, они все медики, короче. И они все ходили в эту вот в дурку на практику. И, Обязательно. да, и кто-то рассказывал из них там про какого-то начальника из РЖД, который всю палату, короче, вот изрисовал этими дорогами. У него там целая страна. И он начинает с того, что там поезда оттуда идут сюда, там разные эти. И все настолько правдоподобно. Он составил реальные графики прохождения поездов, назначил им... Он вообще прокачанный. У него разработана документация, короче, на прохождение этих... Ну, то есть он
Я не Всё понимаю, почему он дурак, но, короче, сделал он там прям, говорит, все правильно. Да, да, он очень клевый был. Мы их не понимаем. Ну что-то он, короче, вот съехал. Съехал, да. Да. А вчера девушка допилась в аэропорту, короче. Мы летели с Красноярска в Новосибирск, там было выступление, как бы рекрутинг, и потом я в ночь сюда, в Якутию, полетел. И вот мы вылетали, и там она в аэропорту допилась, короче, и ходит и разговаривает со всеми, ну, видно, белочка какая-то у нее. Это уже другое. Если я не улечу в Новосибирск, то туда не прилетит великая энергия, и вы можете взять меня за руку и исцеляться. И с этим вопросом она разогнала всю кафешку, короче. Одни мы сетевики спокойные остались, и мужик, который тоже добухался до такой же стадии, как она. Да, и она потом меня спрашивает, меня, говорит, на рейс не пустили, я с вами лететь должна. Мне, говорит, остаться или пойти требовать, или с сыном остаться здесь. Я говорю, слушай, бери такси, оставайся с сыном, иди. И почему-то она меня послушала. Она Ну только... вы уверенно сказали? Да. Ну, в общем, она собралась и ушла. И все такие, парень, что ты сделал? Кафе заполнилось. Люди вернулись, там жизнь началась, короче. Ну так весело. Да. ну. Вознаграждение вам не дали? Нет. Мне предлагали бахнуть, но я сказал, идите. Да, идите. Я посмотрел на нее, думаю, харе. В общем, смотрите, я про то, что майнинг задачи для вычислительных мощностей, они на самом деле будут расти, и чем загружаться у нас всегда будет. В плане того, что нас оставят там с Proof of Work, ни с чем, но такого точно не будет. Плюс машины все равно будут обновляться где-то в среднем в 2 года, раз, ну, там, на 18 месяц новые будут покупаться. Я думаю, что сейчас квантовые компьютеры, сейчас вообще есть разные решения с совершенно другими принципами работы компьютеров, и они в разы там повышают расчетные мощности. Поэтому я думаю, что будет чем заниматься нашим мощностям, не переживайте. Вот, это вот про мощности. Давайте еще какие вопросы. А почему такие сроки не точные, 18 или 2 года? Не, 18 месяцев будет порождаться новый контракт. Это абсолютно точный срок на 18 месяц. А сколько она проработает мощность, может 3 года, может 2, может 1,5, мы не знаем. Когда наступит неокупаемость. То есть если сейчас, например, американцы заведут фондовые деньги в биткоин, то он улетит там, например, к 50-100 тысячам, например, гораздо раньше, чем мы это ожидаем. И тогда может так статься, что того количества мощностей, которое там придет в майнинг, настолько, не знаю, там превысит его стоимость, ну, в чем я очень сомневаюсь, но так будет, что добыча, умноженная на курс, будет меньше там окупаемости. Но я вот не верю. Может быть, изобретут скорее какой-то квантовый компьютер, и который там по мощности побьет все, и тогда наши мощности будут могут оказаться в неудел. Но это опять же, это вот, определенные вероятности. Если его изобретут, его сначала заберут военные, потом государственные истории. Когда он в майнинг пройдет уже, там, не знаю, 3-5 лет по-любому. Поэтому гипотетические истории существуют, и так как мы реальный бизнес, мы не хотим врать и что-то придумывать. В чем проблема вот этих трейдингов, когда они говорят, что мы занимаемся там арбитражом, сегодня там курс, например, битка на азиатских биржах дороже, чем там на европейских, американских, на $100 и больше, на африканских еще больше. И вот мы там покупаем, здесь продаем и отсюда зарабатываем там несколько процентов в день и можем вам процент платить. Но вы знаете, что такое биржевые роботы, да? Когда их пишут, их начинают сначала продавать задорого небольшому количеству людей, которые там включаются с капиталом, а потом по $100 продают всем. И вот когда их продадут всем, вот эти курсы могут выровняться. Их доходность с каждым новым игроком становится меньше, а деньги взяты под обязательство, например, 1% в день. Соответственно, наступит что? Коллапс, они либо снизят процент, либо закроются. Скорее всего, закроются. Поэтому мы не хотим вот каких-то историй, чтобы мы что-то пообещали, а потом не выполнили.
То есть, получается, 18 месяцев это минимальный срок. Правильно? Гарантированно. Нет, у нас есть срок, когда открывается вечный токен. Это вот про 18 месяцев. Мощности будут работать до окончания работоспособности последнего блока и до срока, пока окупаемость выше, доходность выше, чем расходная А часть. вот, допустим, предположим, что вот стоит ваша ферма, да, ну, там перепад электричества, все сгорело, и все. Тогда, получается, у всех Нет, мощности или как? все, что связано с проблемами с нашей стороны, будет от нас восстановлено. То есть такого, что типа, ребят, извините, мы косякнули, все погорело, расходимся, так не будет. То есть у нас там фильтрация стоит как раз, чтобы так не было, вот как это в обычной жизни может быть. А где находятся вот эти все мощности? Значит, смотрите, все находится, не все находится, вернее, основные мощности находятся в технопарке в Москве, на заводе «Москвич». Экскурсии будут проходить с 13 декабря раз в неделю. Любой человек может на гостевой визит записаться и посетить его. Да, сейчас мы возьмем. Да. Ну, это будет. А вот почему вот, да, Да, много там новостей, самые все. крутые расценки на электричество. Сколько там? Рубль 20. А вот То есть как в Иркутске, короче. Ну, это прям для Москвы это очень здорово. И сейчас огромная площадка на 300 мегаватт, которая будет под русский пул, сделана в Подмосковье. Мы начинаем ее заполнять. То есть, по сути, то, что там вот мы показываем у Мариничева, где стоят, это то, что произведено, и мы вовремя вставляем. А потом будет делаться еще переезд на основное место, там будет еще электричество лучше. Там помещение, да, тоже? Да, там тоже помещение, но это будет вот к лету как раз начнется. Это прям целая долина будет. А там земля в собственности, да, Затраты на находится? электричество меньше будет, да? Биткоин отчисляться, Ну, будет... чем на данный момент. Да. То есть биткоина больше будем получать. Биткоина со временем должны начать получать больше, да. Потому что Но электричество смотрите, подешевело. сейчас объясню. Оно и было такое. Просто будут затраты, связанные с переездом, установкой там стеллажей, монтажом. И это такая как определенное капиталовложение, которое будет отбиваться как раз за счет вот этих затрат, электричества, эксплуатации и так далее. Потому что мы сейчас очень быстро растем, и вот Москвич, он уже практически заполнится. Там всего 5 колец будет, вот сейчас уже на 3 кольца оборудование в следующем месяце встанет. А в Иркутской области планируете? Там не в Иркутской, а Иркутская область питает Монголию. А в Монголии, возможно, будут размещены... Российские компании. Ну да, там как бы есть помещение, и там, скорее всего, будут размещаться D3, L3, которые, тоже как ASIC машины, и пока здесь они не производятся. Соответственно, это риски. И все, что рискованно, будет выноситься. А в Монголии же климат потеплее, чем в Иркутской области. Охлаждение. Там горы, и вот, вы знаете, Монголия разная, Иркутская область тоже разная. Примерно там тоже выйдет. А Там Исландия? было 20 градусов уже давно, а? Исландия. Что-то в основном же все в Исландии едут. Ну, Исландия это Евросоюз. Китай же, да? А в Евросоюзе нас что? Чего? Не любят. Нас не очень любят. А вводиться, вот там скажут, вот это русские, вот это Да какие-то еще- русские машины стоят зарегистрироваться в Гонконге или там где в Сингапуре, да. Нет, за И потом- границей- Нет, все За понятно. границей нельзя. Стратегически же не опасно. Ну, понятно. В отношении санкций. Да, вдруг мы по ним стрелять начнем. Да. Своим машинам. Да, что, нельзя по своим машинам стрелять. Нет, на самом деле, смотрите, если говорить о том, что вкладываться в строительство ферм там где-то, конечно, зачем нам, мы хотим что сделать? В России только на 20-30% нагрузка на те энергомощности, которые мы производим. Только в крупных городах она исчерпана, имеется дефицит. Все остальные населенные пункты, кроме этих миллионников, имеют профицит электричества. Его даже часто выжигают.
Вот. Сегодня это дополнительный доход для казны, если мы поставим там майнинг. Правильно? То есть мы наполним казну продажей электричества. Дальше с нас будет браться налог, это будет опять же приход в государство. То есть государству это выгодно, это нормально. Почему нам вот к краунд-инвестингу не собрать денег и не настроить этих ферм там везде, где только можно? Это же как нефть, это как золото, криптозолото, которое в государстве достается. Это опять же вся наша наука, например, нужно там геном там рассчитать, посчитать там какие науки, что-то сделать. Пожалуйста, это же мощности, которые могут использоваться для вычислительные. Поэтому это опять же богатство нашей страны. Поэтому не хотелось бы даже куда-то Маркетингу можно? съезжать и что-то делать. Да. Вот нельзя ли уменьшить количество баллов на больших пакетах, чтобы инвесторы Еще больше получаем. более заинтересованы были? Ну смотрите, вот им баллы вообще не нужны. я понял. Даже не понимают, для чего они. Я понял. Смотрите, давайте про баллы расскажу. Значит, если инвестор, вы можете расписать инвестору систему так, что его баллы будут генерить ему квалификации, и эти квалификации будут приносить ему деньги. То есть на самом деле на баллах можно выстроить майнинг. Там же групповой объем несколько тысяч нужен. Если человек берет Black Edition, средняя доходность по баллам в следующие месяца 330, да? Если у него 3 Black Edition, это закрывающийся рубин. Рубин будет приносить 7000 априори плюс по маркетингу. То есть это где-то лишние 13-15 тысяч в месяц, которые у человека будут капать, которые он может менять на криптовалюту, и получается, что он... Ну если он 3 Edition возьмет, а если 1? Ну так если он вот этот великий инвестор, почему нет? Ну давайте, да нет, я вам сейчас и для этого нарисую. У меня достаточно гибкий мозг. Смотрите, вот вы строите цепочку инвесторов, правильно? Вот отсюда ему поднимаются там 400 баллов. Вот здесь у него на боку работает его 330, его Black Edition на боку работает. Вот здесь работает маленький контракт на 70, на 79 тысяч, который сейчас. И вот эти баллы в сумме образуют 400 баллов. За счет нижестоящих инвесторов или партнеров у него будет закрываться рубин. Значит, ему будет прилетать денег с 5 уровней вниз и так далее. То есть он будет получать свои лишние 15 тысяч рублей. Получается, что эти баллы тоже ему майнят. И майнят ему не меньше, чем может... Что? Пропадать не будут. Ну не будут. Я вам просто говорю, что на баллах можно сделать майнинг. То есть они будут также... Отдельно будут Они все равно будут ему приносить по партнерской программе деньги. Это первое. Второе, правильная расстановка в маркетинге сокращает его инвестицию, возвращая ему бонусы за приглашение. Вот то, что мы сейчас планируем сделать, это пакеты на 6 миллионов и на 60 миллионов. Потому что у нас, не смейтесь, у нас реально очень много людей, которые хотят принести большие деньги. Готовы платить юридические лица, заводить, покупать мощности. Поэтому эти пакеты мы сделаем. Там будет 85 на 15, 10 на 90. То есть это, давая 30 на 70, мы уже в рынке. 80 на 20 вы никуда свою машинку с таким раскладом не пристроите. Ну вот просто, куда бы вы ни пришли, это 40 на 60, 70 на 30. Это дата-центр принимает от вашего намайненного после вычета расхода. Мы даем 80 на 20. Будем давать еще 85 на 15, 10 на 90 на миллионное вложение. В любом случае вы будете иметь интерес в баллах в начале и в конце. Поэтому это будет интересное построение. Ну и как бы сразу будет нормальное предложение. Плюс я думаю, что будет продажа отдельного оборудования введена. Когда вы просто покупаете машину и отдаете ее на коллокейшн, то есть на размещение к нам. И с этого будете получать, опять же, тоже размещение будет формировать баллы в маркетинг. Это будет прикольно. Потому что, например, вы сможете взять машинку в кредит. Мощность же вы не возьмете в кредит. Вот, а машину, например, как компьютер, вам могут оформить кредит, пожалуйста, берите и работайте. Правда, если с ней что-то случится? А на ней гарантия будет, там уже не будет что-то случиться. А гарантия сколько?
Фу, я не знаю. 3 месяца. Это детали. Я, как это в анекдоте, я не знаю, я стратег, а это, да, это тактика. А процентная доходность? А? Примерно процентная доходность в месяц сколько выходит? Это же было. Сейчас выходит? Да, сейчас. Ну, сейчас выходит вот на больших пакетах в районе 10. Если брать примерную стоимость в долларах и примерную стоимость, которая на выходе. Ну, битка тоже в долларах. Теперь смотри, почему так, например, доходность на айсике там 15-17%. Потому что вот от этой цены, ну, считай, что треть, она тратится на баллы, на выплату за приглашение и на определенные действия с деньгами, которые происходят при закупке. Потому что мы их должны заплатить, там заплатить всякую историю НДСную, привезти, поставить, заплатить, замонтировать. То есть это же бизнес, если бы это была просто покупка железки, которую ты пришел, взял, забрал и ушел. Это одна история. А ее же нужно поставить в рабочий цикл, а рабочий цикл нужно поддерживать, соответственно, это же и аренды, и расходы, и люди, и там все, короче. Вот, поэтому реально получается, что как раз вот та оставшаяся часть, на которую оно куплено, она и формирует 15%, но просто относительно полной суммы она превращается в 10%, которая, собственно, и распределяется дальше людям. Ну, я вам говорю, вот как оно есть, чтобы вы понимали, что мы их тут не притырили себе там, не просто так вдули эти дурацкие цены великие там. А многие рассматривают это как депозит или как вклад, да? И хотят... Ну, как бы понятно, людей приучили пирамидальные проекты к конкретной выплате в конкретных процентах. Вот. Или банки так делают. Но понимаете, что нужно понимать? Вот в банке есть там, например, табличка, где нарисовано, что если ты вложишь столько, то у тебя депозит 7% годовых, 8, 9, 11, 12, Уже нет. да, на 60 миллионах. Ну, сейчас, может, нету, может, хуже стало немножко, но принцип это годовых, а у нас в месяц. И у людей вот эта, ну, как бы парадигма никак не сходится. Вот, она должна сойтись в итоге. Потому что это очень хорошо. Мега хорошо. Вывод денег, допустим, потом А можно большие будет, суммы допустим, на рубли. накопленные деньги, да, вот, которые в рублях, Ага. конвертировать в биткоин. Ты И имеешь... тем самым обходя Ага. всякие вот эти ИП. цепочки, которые вот мы можем А, только всё, я понял 25 вас, тысяч в ребят. месяц вам дать, Значит, потому что налоги. Я понял, смотрите, у нас, ну, я не хочу сейчас как бы раскрывать то, что Ну, как должен идея. говорить президент, да, у нас будут внутренние обменники, депозиты, торговые счета, к ним можно подключать будет к уже торгующим суперроботам, ну и там много чего. У нас есть искусственный интеллект, который торгует на бирже с офигенным процентом. То есть сейчас просто это все упаковывается, и мы не сыпем на голову дистрибьюторам все и разом. Ну, как бы идея правильная, она будет реализована по-любому. Просто сейчас такой этап, когда люди должны хотя бы завести кошелек, хотя бы вывести первые проценты, понять, что есть вообще майнинг, почему мы сейчас майним только биткоин, нет биткоин кэша, а так бы вы включили себе биткоин кэш майнить, его выгоднее же майнить сейчас. Да. Вот, если вы посчитаете, да, сейчас он опять вырос, его точно выгоднее вообще, без вопросов, выгоднее майнить. Вот, поэтому все со временем будет, как бы. Но когда кто-то нажмет и закажет себе майнинг или купит оборудование на эфир, и потом выяснится, что на эфире вдвое, ну, как бы, доходность меньше, а окупаемость длиннее, как бы, и кто-то начнет потом расстраиваться и писать письма, пожалуйста, поменяйте, уважаемая редакция, мне майнинг переключите, верните мне биткоин, там, как хорошо было на биткоине, зачем вы ввели эти альты, тут ничего не понятно, да. Потом эфир вырастет или упадет, и они опять будут писать письмо. Мы тут вот коллективом, вот, пожалуйста, у нас кредиты неплаченные, а вот это из-за эфира у нас теперь вот кредит не срастается. Ну, понимаете, да? То есть, вот поэтому мы начали с биткоина, я бы, может быть, так и оставил бы эту программу. Ну, хотя люди хотят эфира.
а потом скажут, вот этот Виталик Бутерин, давайте его закажем, потому что он отключит, он скоро перейдет с Proof of Work на Proof of State. И до 2018 года надо что-то с этим делать. Наймут киллера, а у вас стрелки хорошие. Белки в глаз. Я шучу, конечно. Но, то есть, Ну, идея хорошая. да. Но будет много чего, поэтому вот пока пусть окрепнут в битке. Вот. Да. А таких дата-центров по России много? Ну, пока у нас ничего немного, потому что мы и так сейчас самые крупные уже там 10 с лишним пара хэшей. Но что дальше будет, посмотрим, как все будет идти. Если так же хорошо все будет развиваться, будет много дата-центров, конечно. Конкуренты. А в каком пуле наши? Ну вот все вот я не хочу, то есть я не имею права назвать ничего. Будет вот в январе 23-го все анонсировано, показано, и вы сможете в кабинетах видеть, как там пул отработал, ну, и вплоть до того, что начисления каждое ежедневные будут. Сейчас почему еженедельно? Потому что если человек, бабусенька, начнет выводить свои сатошики, а цена за транзакцию выше будет, она скажет, вы меня вообще нагрели, я 2 дня ждала, а получила вот столько. Она это заскриншотит, снимет видео на ютубе, скажет, вот Mining Club меня поимел, я тут получила вот вместо вот этого Просто вот у меня это. было такое, Тогда кнопка будет... типа, вот мне показали скриншот с bitcoin.com, по-моему, да? Там, ну, нет майнинг клаба. Говорят, вот, видишь, майнинг клаб ничего не добывает, поэтому это пирамида. Это BitClub Network. BitClub Network. Да. Они показывают нас и говорят, вот их нету пока. Да. А нас действительно, ну, там показывают действительно, ну, нас пока нету, да, мы в другом пуле пока Поэтому я сидим. говорю, он, скорее всего, в каком-то пуле, в ван-пуле еще есть. Мы у них, может, в пуле даже сидим. Да. Скажи, мы поддерживаем ваш упавший пул. У них был пул 5%, а сейчас он сдулся в 2 раза. 2,5. Да, сейчас 2,5. И то, потому что мы им 0,5% делаем. Потому что нам просто коллег жалко. А когда мы выйдем из их пула, скажи, у вас пул вообще будет 1%. Теперь давайте я в ответку им отвечу. Значит, смотрите, все клево, у них своя проблема. Какая? У нас стоит мощность, которую вы купили. Вы можете поставить ее в калькулятор и видеть, сколько вы добудете. А у них нет. То есть там нет мощности. Вы платите 1000, 2000 или 3500, и вам не говорят, сколько вы заработаете. Вы не знаете, сколько. Говорят, зайдите, вот посмотрите, у нас там блоки добыты. А что толку, что блоки добыты? Вопрос-то, на кого эти блоки поделились, и где там я? Может, они все 90% забирают, а тебе что-то сыпят и все. То есть никто там не может ответить на вопрос, сколько за $3500 я буду получать биткоина. Вот здесь на этот вопрос можно ответить, а там нельзя. Соответственно, вот прям мы с ребятами, с группой инвесторов это рассматривали, и мы четко приняли решение, что никогда, ни при каких условиях, потому что ничего четкого, вменяемого там нет. Только приглашение, их спрашиваешь, я разговаривал с учредителем, с первым чеком. Они говорят, Александр, через 2 года у меня один друг заработал 24 биткоина. Я говорю, слушай, послушай меня, я говорю, я никого не позову. Через год сколько у меня будет биткоинов? Через месяц, сколько я в месяц зарабатываю? Другой друг у меня, говорит, заработал 36 биткоинов. Я говорю, ну он же приглашал людей. Ну да, приглашал. Так сколько я заработаю? И ты приглашай людей. Все, понимаешь, они как будто вот ты им про Фому, они про Ерему. Ответа никакого нету. Но если люди нас греют, если мы говорим вот столько, и ты вот столько получаешь, а они просто тебя слушают, тебе улыбаются в глаза и говорят, да, один друг заработал. И ты иди работай. Вот и все. Соответственно, у ребят, если бы они были правильные, у них бы было написано, наш пул добыл вот столько биткоинов. В пуле действует там 10 тысяч долей. У тебя 3 доли.
На одну долю приходится вот столько, соответственно, ты получишь столько. Все понятно. Я зашел, понимаю, что на следующий месяц будет столько. Если зальются мужики с долями вот настолько, то они вот настолько же и получат. То есть у меня примерно вот такая доля. Но они же это не делают. Ты можешь умножать количество долей, но посчитать, сколько тебе на эту долю заплатят, ты не можешь. И в этом вся проблема их. А соответственно, пирамида-то не мы. У нас-то все четко. И у нас оборудование стоит. Вы приезжаете и смотрите. А они говорят, ну, в Голландию приезжайте, смотрите. Ну, а как насчет посчитать? А никак. Так вот, если никак посчитать нельзя, то проблема-то не у нас. Как-то вот... То есть один вопрос, чтобы я туда вступил, один вопрос нужен. Ответ, сколько я получу терахэш за 3,5... А если я получу за 3,5 тысячи долларов там 14 терахэш, я буду понимать, что это один ASIC машин. Я, соответственно, могу посчитать, сколько я за этот ASIC получу. Если они мне столько не заплатят, они мне должны сказать, Саша, мы тебе заплатим 70% от мощности ASIC машины, а 30% получится вот у тебя в баллах, например. Вот как мы делаем. Они должны обосновать, что куда идет. А они это не делают. Поэтому их мощности упали в 2 раза. И когда мы выйдем из их пула, потому что большинство их пула мы, чтобы они не облажались. А когда мы выйдем, они вообще лягут. А куда пойдем? А собственный у нас будет Russian пул. Русский вот пул. Безопасности нашего дата-центра. И физическая защита, и там виртуальная. Там начинается круг безопасности с территории. Это огромное, где все проходные, там сидят военизированные люди. Потом вы входите в помещение, там все охраняется. Там ничего не вывести, не ввести невозможно. А еще против хакеров же надо. А, вы имеете в виду против хакеров кого? Не, я физическую тоже имел, да, ответили. А вот, ну, чтобы они не взломали наши фермы. Наши кошельки, наши фермы? Ну, там Да, все кабинеты нормально. наши. А? Кабинеты виртуальные. Незащищенность есть или нет? Ну, кабинет у нас с бэкапами, все защищенность, конечно, есть. Сертификаты безопасности есть. Группа хакеров, занимающихся тестированием, есть. Ну, как положено. Антихакеры. Ну, они хакерами называются. White hacker. Да. White hacker. White hacker. Белые, да? Да. Но если дырку нашли, если убрали, значит вернули, денег получили. Да. А вот вопрос, да, добыча биткоина в месяц, вот написано, да? Соответственно, сложность же увеличивается. И... Вот. Чуть-чуть падает. Сейчас расскажу. Хороший вопрос. Значит, смотрите, вот эту табличку нужно сжечь. Конечно, это вот тут написано, что при расчете, пример расчета выполнен для курса битка 5,5 долларов из расчета мощности 1450 киловатт на каждые 13,5 гигахэш при цене за электричество 12 центов за киловатт. Расчет произведен на майнинговом калькуляторе на сайте CryptoCompare. Расчет выполнен при курсе битка 5,5. Это пример того, как майнинговый калькулятор показывал, сколько вы можете чего заработать. На тот момент, когда это было 5,5. Конечно, сейчас 8. И здесь еще, знаете, какой параметр не дописан? При нагрузке сети, вот в ета-хэшах, там вот такой-то, такой-то. Когда калькулятор считал, это вот на определенную нагрузку шло. Поэтому нужно пересчитывать. Это просто пример, как это можно посмотреть. Почему он сделан с цифрами? Потому что люди говорили, мы вот эти биткоины, вот эти мощности, нам это вообще, мы вообще ничего не понимаем. Они сказали, посчитайте нам на калькуляторе и вставьте. Вот мы вставили, видите? Получилось там 53 тысячи. Вот уже когда мощность работает на твой кошелек 43, вот сейчас она примерно в этих параметрах и осталась. И вот добыча, которая пошла в баллы, сейчас она выросла. Там невыгодно получается, чтобы биткоин рос? Нам? Да. Ну, как вам сказать невыгодно? Чтобы он сейчас рос, нам чем он позже будет расти, тем лучше. Ну и чтобы он рос спокойненько. Потому что когда он стремительно растет, туда ломятся
майнеры, а майнеры скупают оборудование. Для нас это беда. Дорожает оборудование. Ну, как бы сейчас уже не беда, потому что мы в производстве. А так это вот прям была беда. Нет, просто на своем примере, да, у меня тоже Black. А тут написано в рублях, там при 5500 я должен был 53 тысячи получать. Но я сейчас посчитал, у меня даже... Подожди, вот еще раз смотри. Общая мощность в биткоине. Вот эта мощность делится на две мощности. Мощность, с которой производится персональная выплата, и мощность, с которой начисляются баллы. Вот из этой мощности 25 только с 160 тебе начисляются деньги, биткоины, которые выводятся. Это 0,135300. Но вот эта сумма включает в себя два параметра. Это чистая доходность, из которой должны вычесть расход и обслуживание. Ребят, это, послушайте, это параметры, ребята, это параметры майнингового калькулятора. И в майнинговом калькуляторе есть параметр расход, доход и итого. Вам нужно итого смотреть. Понимаете? Там надо смотреть итого. То есть вы, почему мы это все убрали? Потому что вам нужны вот эти мощности, вот эти зеленые. Вы их ставите в майнинговый калькулятор с нужными параметрами и видите доход, расход и прибыль. А вот эта цифра не итого уже, да? Вот 43 тысячи в рублях. Это итого без вычета, скорее всего. Без вычета тоже. Я не знаю, надо смотреть. Без обслуживания. Ну, Без обслуживания. можно же сказать, что вот эти вот расходы на электричество, на интернет, на все такое, они более-менее постоянные, правильно? Почему тогда нельзя ставить вот эти чистые цифры в биткоинах и все, чтобы людей не мучить? Потому что непостоянный хешрейт. Нет, непостоянное количество биткоина. Угу. Вот, непостоянное количество биткоина. То есть в долларах расход и обслуживание это достаточно постоянные, а вот количество биткоина зависит от количества мощностей. А оно плавающее. Отсюда плавающий биткоин, отсюда плавающий рубль-доллар. А вот то, что из него вычитается, оно достаточно постоянно. И еще вот вопрос. Почему нельзя сделать, допустим, там вот, как слайдер, да? Человек хочет там нести не вот такие вот дискретные цифры, а там сколько хочет. Я понял, плавающий ползунок. Да. И, сделал. допустим, вот взял, нажал там, правильно, я понял. И там у него показалось, вот ты получишь вот столько в итоге. Мы сейчас закрыли, у нас сделано сбоку любая сумма. Да. Сделано это, просто сейчас ее закрыли пока. Чтобы они к чему-то привязались. Пока. А потом откроем. Можно будет зайти, выставить нужное. Да. То есть у тебя есть 63 рубля. Ты подогнал под 63 рубля мощности и взял. Да. Так даже. Просто сейчас люди привязывают людей хоть каким-то параметрам, чтобы они хоть что-то считать могли. Это немножко сейчас образуется и... В кабинете, когда заходишь, финансы, счета, движение счетов, там написано, какое количество биткоина идет на кошелек, идет на обслуживание. И там еще одна строчка, обслуживание заказа, что это такое? Скорее всего, это цена транзакции. Скорее всего, я посмотрю, отвечу завтра. Что-то много там. Нет, не похоже, много. Я посмотрю, 13 тысяч, по-моему, списывается минимально. Получается, вот в личных кабинетах у нас уже свои кошельки есть, что ли? Нет. У нас есть только, там написано, смотрите, все деньги хранятся на одном кошельке. Да. Там написано, расчет произведен, сколько вам положено. Вы вставляете свой кошелек и кнопку «Вывести». И тогда с материнского кошелька уходит к вам на кошелек. А в кабинете списывается эта сумма с долга. И у вас уже по нулям все. Снова майнить. Нет, а вот вопрос прозвучал, там какие-то расходы, а зачем тогда, если мы еще не перевели? Я не знаю, давайте я посмотрю и отвечу. Я просто туда 100 лет не заходил. Там может что-то изменилось. Стоимость же перевода, она же будет зависеть от нагрузки на сеть, получается, в данный момент. Стоимость перевода будет зависеть от того, что вы выберете. Если вы готовы 2-3 дня ждать, вы жмете 0, например. Если вам нужно за несколько часов среднюю стоимость и за несколько десятков минут дорогую. Не, ну там даже
не 2-3 дня. Но там это вообще- не... Там даже месяц может идти, если, Да. если 0 сделать. Да, Там но минимальный да, какой-то это сумма. не наши комиссии, Ну да. это комиссии Майнеров, да. майнеров, блокчейна, да. Поэтому, ну как бы вот они будут стоять. Поэтому выводить маленькие суммы невыгодно. От скольки выгодно хотя бы там? От скольки? А вы можете взять, посчитать, вы, например, берете стоимость, делите ее на сумму, которую вы вводите, и будете получать процент потери. Вот. Ну, а там вы уже решаете, кому-то и 10% ничего потерять, а кто-то за 1% будет ждать, чтобы 0,3 было, да, веревку мылит уже Нет, все. а почему это нельзя сделать внутри вот, движка, чтобы это было? Это Человек все наглядно. сделают, просто, ребят, мы молодые, вот мы И дорисовываемся, еще вот надо вам доделываем. передать слова мои, да? То, что вот лендинг-пейдж же есть на Mining Club там. Да. Вот. У меня там Наверное. уже много людей зарегистрировалось, а люди даже не получают уведомления, что они зарегистрировались. Ну, то есть- Возможно, я невозможно тоже точно, посмотрю, потому что я смотрю, что люди по несколько раз У регистрируются. нас, я понял, у нас вот в Потому что- Вертере все приходит, поздравлялки, Да, что да. с инструкцией, что дальше делать. Да-да-да, вот это Ребят, вот. просто все на ходу делают. Не, ну это понятно, но Мгм. просто вот это как бы, Функцию если я вы лендинг-пейдж сделали, то это уже доделал. должно было быть. Наверное, я не тестировал, просто извините. Тестируйте вот. Потому что у меня люди по несколько раз регистрируются. Хорошо. Потому что ничего не получают. Я тоже зарегистрировался, думаю, что-то неправильно сделал, что ли. Еще раз зарегистрировался. Хорошо. Обязательно напишу сегодня. Есть какие-нибудь вопросы еще? Тогда биткоин кнопка уже работает, да? Или пока еще не работает? А я не знаю, работает кто там Не тестит? знаю. Вывод на это смотрела? Я тоже не смотрел. Другие крипты, говорит, можно добирать, это с января будет, то есть надо будет покупать новые пакеты на крипту. Ну, если хотите, можно докупить. А можно просто свои идущие по этим пакетам менять на новые крипты. Можно поменять можно. А так не выводилось. Будет еще круче, да? Ну, я вам скажу, что через 6 месяцев вы не узнаете то, что есть. Конечно, оно будет все круче, Акции круче. продлится вот еще Я думаю, что, скорее всего, до конца месяца. до конца дотянут. Ну, должно хватить. Там партия достаточно большая, но много продали, не знаю, как бы. Надеюсь, что до конца дотянется. Все вроде, я смотрю, все вопросы. Прекрасно. Завтра у нас какие планы, господа организаторы? Мы вас ассистент.